Виктор Дмитриевич Мукусев, морской офицер, годы войны, главный редактор Краснознаменного, газеты Краснознаменного Северного флота. Его считали правой рукой командующего Северным флотом адмирала Головко. Василий Дмитриевич Мукусев, известный в Татарстане журналист, лауреат премии «Хрустальное перо», это высшая журналистская премия Татарстана, один из самых серьезных исследователей творчества Петра Петровича Хузангая. Первую монографию о Хузангае опубликовал профессор Фетисов. Наверное, видели. И вот профессор Фетисов как раз цитирует дипломную работу Василия Дмитриевича. Николай Дмитриевич Мукусев, десантник, фронтовик, кавалер многих орденов, участник парадов Победы 1945 и 2005 году. И вот парламент России, в Татарстане только 2 такие книги, вышло 800 экземпляров. И вот смотрите, Мукусев Владимир Викторович, это сын Виктора Дмитриевича Мукусева. Кроме многочисленных наград, награда Эмми, телеоскар, высшая телевизионная премия. На территории бывшего Советского Союза только 4 человека награждены. Это, да, это премия. Если у вас будут по этому вопросу задавать, если нет, переходим сюда. Да, я за мух извиняюсь, потому что постоянно чистим, но Варвара Борисовна Казанкова в девичестве Стратонова, мама Петра Петровича Хузангая. Но знаменитая поэма Хузангая «Тилли-Юрьезе» во многом подсказана его матерью. Варвара Борисовна, хоть и не имела большого образования, окончила только 2 класса, но старожилы, которые ее знают, старожилы нашего села, до сих пор ее считают первым литературным наставником своего знаменитого сына. Я уже говорил о нашей церкви. Если не в этом году, то в будущем году она вступит в строй. Вот эта икона Николая Чудотворца, естественно, будет там. И вы обратили, наверное, внимание, то, что и на этой иконе, и на этих церковных книгах нет номеров. Нам удалось из базарных мотак, там строится тоже церковь, эти книги вернуть к себе на родину. И как только церковь заработает, мы их отдадим туда, в церковь. А вернуть эти книги нам удалось потому, что наш музей посетил владыка Казанский и Татарстанский Анастасий, и он дал добро, чтобы эти книги служили нашей церкви, потому что наша церковь очень старая. Если у вас по этому не будут вопросы, переходим сюда. Во второй половине 20-х годов Хузангай уже считался классиком чувашской литературы. В это же время он предпринимает путешествия по среднеазиатским республикам, а потом через Каспийское море переезжает в Азербайджан. Тогда же он написал поэму «Сирым Улта» 26 о подвиге 26 бакинских комиссаров. Потом некоторое время Хузангай находится в Армении, а потом полгода живет в Грузии. Кстати, Хузангай один из лучших переводчиков с грузинского языка не только на чувашский, но и на русский. С 1932 года Хузангай переезжает в Москву и работает центр издатель чувашской редакции. В это же время туда приезжает на работу
будущая легенда татарского народа, будущий лауреат Ленинской премии, будущий герой Советского Союза Муса Джалиль. Хузангай прекрасно знал Мусу Джалиля. Я уже сказал, что в 1934 году они встретились на родине Хузангая, его школе. Практически всего Мусу Джалиля перевел на чувашский язык, и причем перевел без послушника, потому что великолепно владел татарским языком. И Мусе Джалилю Хузангай посвятил несколько стихотворений. В одном из них он пишет: «Так поэты 20 века направешь и на дыбу мы шли, веря в высшую цель человека, мир и братство народов земли». И добавляет: «В сердце мира вошел навсегда ты, мой товарищ, мой друг, мой собрат». И до конца своих дней Хузангай считал Мусу Джалиля своим собратом. О какой дыбе говорит наш поэт? В марте 1937 года состоялся пленум ЦК ВКПБ, после чего началось гонение на деятелей литературы, культуры и искусства. Только Союз писателей СССР потерял более 2000 человек. Но достаточно вспомнить трагическую судьбу Аслия Имита. Просидел 17 лет. Хасан Туфан, татарский поэт, 18 лет. Тучи сгустились и над головой Хузангая. Вот эту атмосферу, наверное, наиболее ярко передал великий русский поэт Александр Иванович Твардовский, столетие которого мы недавно отметили. «Забудь, откуда вышел родом, и осознай непрекословь. В ущерб любви к отцу народов любая прочая любовь. И душу чувствами людскими не отягчай, себя щадя, и лжесвидетельствуй во имя, и зверствуй именем вождя». Такие же обвинения предъявили Хузангаю. Хузангай очень плотно и глубоко занялся историей чувашского народа, историей булгарского государства, историей Сувара, который от нас находится в 15 километрах. Это первая причина. Его сочли буржуазным писателем, историком. И второе, Хузангай, как и многие поэты того времени, в начале 20-х годов посвятил стихотворение Льву Давидовичу Троцкому Бронштейну. Ну, о Троцком писали и Маяковский, и Есенин, и Безыменский, и Жаров. Вот было и стихотворение Хузангая. Его признали троцкистом. Хузангай, почувствовав то, что его арестуют, приехал проститься своей матери в Сихтерму. Его здесь арестовали, доставили в Казань, потом переправили в Чебоксары, и он 15 месяцев находился под расстрелом. Статья была расстрельная. Сначала в цивильской тюрьме, а потом во внутренней тюрьме НКВД в Чебоксарах. Однако судьба смилостивилась над нашим земляком. Видно, помогли молитвы матери, как рассказывали мне пожилые старухи, древние, можно сказать, даже старухи. Она по несколько часов ежедневно молилась и просила о снисхождении, о милости к ее единственному сыну. По суду Хузангая выпустили из тюрьмы, и практически слепой он тут же уехал в Ленинград. А судья, который выпустил Хузангая, вскоре был арестован, и за политическую близорукость, у него там был букет статей, репрессирован. Войну Хузангай встретил в Ленинграде, с одним из последних транспортов вывез свою семью в Казань, и в 1942 году, в апреле, после неоднократных заявлений с просьбой взять его
на фронт. Хузангай оказался на одном из самых страшных, судьбоносных направлений на Сталинградском фронте. Хузангай участник Сталинградской битвы, битвы на Курской дуге, участвовал в освобождении Белоруссии и в августе 1944 года при форсировании реки Висла был тяжело ранен в правую ногу. Хузангай – инвалид Великой Отечественной войны. Когда правительство Чувашской республики узнало, то, что первый поэт чувашского народа в тяжелейшем состоянии находится в рядовом госпитале, его специальным самолетом из Польши доставили в Чебоксары. И вот это Чебоксарский госпиталь, Чебоксарские снеги. В 1945 году, в конце июля, тяжело раненый Хузангай вернулся к себе домой на родину. Как я уже сказал, во многих сражениях участвовал Петр Петрович Хузангай, но навсегда, на всю жизнь ему запомнилась Сталинградская битва. И он написал такие строки. «Я был солдатом Сталинграда, что к этому прибавить мне? Не выпало судьбы награда, живым остаться на земле». Шинель Петра Петровича Хузангая, фуражка Петра Петровича Хузангая, офицерский ремень Хузангая. И Хузангай за свою ратную деятельность был награжден орденом Красной Звезды и многими боевыми медалями. Этот стен об общественной деятельности нашего земляка. Он интересен еще тем, что перед приездом в наш музей президента Шаймиева его охрана дала мне 7, максимум 11 минут на экскурсию. Только около этого стенда президент Шаймиев, первый президент Республики Татарстан, находился 22 минуты. И особенно ему запомнились, понравились такие строки нашего земляка. «Мне нужна Россия, мать народа, русский я, татарин или чуваш, чтобы не спросила, чей ты родом, а спросила, наш или не наш. Только так, единым дружным строем, стоязычную большой семьей, так мы воевали, так мы строим, так простор штурмуем мировой». И еще одно. «Я синью глаз не наделен, не славянин я крутоплечий, и волосы мои не лен, и сердцем я чуваш, и речью. Но я солдатом русским был, так звали все меня народы. Навек я с детства полюбил Россию, родину свободы». И Ментимир Шарипович сказал, надо же, поэт в 60-х годах сформулировал то, о чем сегодня бьются первые и главные политики российского государства, о его подлинном федеративном обустройстве. Хузангай избирался депутатом Верховного Совета СССР и депутатом Верховного Совета РСФСР. Вот предвыборная листовка Петра Петровича Хузангая. Он являлся членом президиума Советского комитета защиты мира. Ну, постольку мы находимся в литературном музее, особый акцент я хочу сделать вот на этом снимке. Редакция лучшего, на мой взгляд, советского, российского журнала «Новый мир» во время редакторства Александра Трифоновича Твардовского. Вот в один из приездов Твардовский попросил Хузангая написать о своей малой родине, о школе, которую помог открыть отец Владимира Ленина Илья Николаевич Ульянов, о котором я уже говорил. И Хузангай написал 2 поэмы